Мы продолжаем, вернее, уже завершаем наш сегодняшний видеосюжет, наш видеокомментарий, который, я помню, касается состояния дел в мировом валютном рынке и называется «Евроцентробанк моделирует смягчение». Сейчас четвертая, заключительная часть нашего видеоопуса. Мы остановились на нюансах количественного смягчения по-европейски. Так вот, еврозона отличается от США не только политической структурой, но и динамикой кредитования. Американские компании 75% кредитных ресурсов черпают на рынке, а европейские получают от банков 50% своего финансирования. Из-за этого Евроцентробанку будет сложнее оказать поддержку малому и среднему бизнесу с помощью выкупа активов. Американская финансовая система больше ориентирована на рынок, а в еврозоне намного выше роль банков. И Марио Драги необходимо учесть это обстоятельство при составлении своей программы количественного смягчения. Впрочем, если говорить о текущей динамике, то пока евро не падает, приподнимаясь до отметки 1,374 тысячных доллара. Но локальная коррекция вверх не меняет ситуацию. В ходе идущего в последнее время, последней недели тренда на падение евро уже было несколько таких коррекций. Мы полагаем, что и это вскоре себя исчерпает. Европейский календарь на новой неделе не балует значимыми релизами. Тем не менее, некоторые из них стоит обратить внимание, поскольку не добавит ясности относительно перспектив экономики стран еврозоны. В частности, учитывая последний комментарий Вайдмана, главы Бундесбанка, не стоит исключать из поля зрения данные по индексу потребительских цен Германии. Причем в данном случае более значимым будет показатель без учета цен на энергоносители и продукты питания. Его снижение может усилить опасения дальнейшего смещения со стороны Евроцентробанка, что, разумеется, окажет на евро дополнительное давление. Также внимание заслуживает данные по торговым и платежным балансам ФРГ, которые вряд ли вызовут сильную реакцию со стороны валют. Позволю, впрочем, оценить, как нынешний завышенный курс евро сказался на состоянии внешней торговли. Признаки слабости европейской экономики спровоцируют попытки тестирования поддержки в районе уровня 1,368 тысячных доллара с дальнейшей целью на 1,363 тысячных доллара за евро. Британского фунта будут поводы поволноваться. Несмотря на то, что публикуемые во вторник данные по промпроизводству не являются отчетом первостепенной значимости, на текущий момент они могут оказать на фунт давление при условии, что показатель снизится, индицируя очевидное, высокий курс фунта вносит свою лепту в замедление темпов роста экономики региона. Также не стоит забывать и о данных по торговому балансу. Намеченное на этот четверг, 10 апреля, заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии, вероятно, никаких сюрпризов не преподнесет. Полагаю, регулятор не станет вносить каких-либо изменений, хотя мы не исключаем кратковременной остановки текущей коррекции, текущего снижения фунта стерлингов. На этой неделе состоится очередное заседание Банка Японии. Секретное изменение в монетарную политику регулятор вносить на нем не станет, предпочтя дождаться первых итогов от 1 апрельского повышения тамошних налогов на продажи. Однако любые комментарии Банка Японии в отношении возможного введения дополнительных мер по стимулированию могут вызвать дальнейшее ослабление иены с возможностью возврата котировок пары доллар-иена в район 104 и дальнейшей целью 104,67 иены за доллар. Также на динамику пары влияния могут оказать отчеты из Америки, среди которых наиболее важны будут протоколы, публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФОМС.